Во втором и окончательном чтении депутаты парламента приняли постановление о ратификации протокола к соглашению о порядке и условиях софинансирования за счет средств России расходов на повышение денежного довольствия и пенсии сотрудников службы госбезопасности. Документ представил постоянный представитель президента в парламенте Анри Барциц. Как известно, само соглашение было ратифицировано парламентом, Народным собранием 15 июня 2021 года. Сегодняшний протокол продлевает срок действия соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации расходов на повышение денежного довольствия и пенсий сотрудников службы госбезопасности. Парламент также ратифицировал протокол о внесении изменений в соглашение между Абхазией и Россией о содействии реализации госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы. Вносимые изменения касаются утверждения целевых значений средней зарплаты работников госучреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и соцобслуживания на 2023 год. В ходе обсуждения депутат Науру Норманя поинтересовался критериями начисления заработной платы учителям и насколько указанные суммы на бумаге соответствует действительности. По первой категории, если высчитывать, то учитель на сегодняшний день, имея одну штатную единицу, то есть 15 часов, получает зарплату 12 500 рублей. Это одна штатная единица. Если средняя заработная плата 25 тысяч рублей, то меня интересует, по какой формуле, вот именно по какой формуле вычисляется данная сумма. Плюс, если брать вторую штатную единицу, это получается еще 15 часов. За 30 часов, то за 2 штатные единицы учитель не получит этих денег. Я считаю, что в данной ситуации учитель слышит, что средняя заработная плата за 22 год, я имею в виду, если 25 186 рублей, а они получают 12 500 до 15 тысяч, она будет думать, либо ее ущемляет управление образования, либо Министерство просвещения. И потом, тут столько ведомств, столько профильные министерства. Почему, например, Министерство просвещения не дало своего заключения? Неужели такая сумма есть? И потом, что самое интересное, за 22 год 25 186 рублей, а за 23 год 26 823 рубля. А при этом таблица именно по зачислению заработной платы за часы, именно идет речь тут о преподавателях, я других не затрагиваю, социальных работниках, которые занимают должность, основной персонал и так далее. Именно за педагогический персонал. Вот что меня интересует. В отношении порядка начисления заработной платы отдельным работникам, в том числе в сфере образования. Если у вас есть возможность такая, вы нам, пожалуйста, перешлите официально разъяснение, то, которое у вас есть, и что за уполномоченный орган дал. Мы обязательно проверим, наверное, может это район, школа или еще что-то. Мы обязательно проверим, что это такое. Конечно, учитель может получать и 12 тысяч рублей, и, разумеется, и 25 тысяч рублей может получать. Мы уже несколько раз об этом говорили. Все зависит от того, какая у него нагрузка учебная. Все зависит от того, какие у него стимулирующие выплаты. Проверка тетради, классное руководство, внешкольная работа, и так далее. Если не трудно, вы нам перешлите, мы обязательно вместе с Министерством просвещения посмотрим, какая школа, какой район и что там происходит. Депутаты приняли решение о создании рабочей группы по разработке проекта закона о государственной службе. В группу вошли Эрик Лыштуни, Дауд Хутаба, Алхаз Барциц, а также министр юстиции Анри Барциц. Как вы все прекрасно знаете, неоднократно уже вообще занимались разработкой данного закона, но почему-то до нашего времени никак не принято этого не было. В общем, мы это на совещании, в принципе, обсуждали, некоторые коллеги просто отсутствовали, мы об этом говорили. Соответственно, просим принять, поставить на голосование. Рабочей группе поручено представить проект закона о государственной службе до 1 октября 2023 года. На эти цели из средств парламента будет выделено 120 тысяч рублей. Парламент принял проект обращения к гражданам в связи с планируемым в Сухуми митингом 30 мая. Я считаю, что
в данном случае парламент выражает свою обеспокоенность и хочет довести до нашей общественности и призвать к тому, чтобы не было ни провокаций со стороны либо граждан, либо каких-то общественных или политических партий. В том же случае хотим подчеркнуть тот момент, что мы также обращаемся к органам государственной власти для того, чтобы это все было на цивильном, вполне цивильном уровне, на таком, как оно и должно быть. Сейчас в информационном пространстве информация, да, в том числе и некоторые высказывания, интервью общественных деятелей, мы ко всем относимся с уважением. Но говорить о том, что там парламент абстрагировался от процессов или кто-то якобы оказывает на парламент давление. На парламент пытаются оказать давление все без исключения. Но парламент всегда выступал медиатором в подобных процессах. Поэтому я думаю, что это заявление правильное, оно своевременное, и прошу его поддержать. Проект обращения депутаты поддержали единогласно. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.